Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Узбекский десант на спорной горе Унгар-Тоо, возможно, увеличился до 50 человек. Над Унгар-Тоо замечены сразу несколько грузовых вертолетов. Спецназ Узбекистана ночью прощупывает прожекторами кыргызскую территорию. В воздухе висят осветительные ракеты. О судьбе пленных кыргызстанцев почти ничего не известно. У нас даже вооруженные солдаты не могут подняться туда. Наша власть бессильна, они боятся. Каримов все же умер. Недельная интрига вокруг состояния здоровья президента Узбекистана достигла своего пика в пятницу. СМИ ежеминутно опровергали друг друга, гадая по скудной информации из республики, жив ли Ислам Каримов. Его смерть первой подтвердила Турция. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть с ним будет милость Аллаха. Российская авиация почти остановила наступление радикальных повстанцев на сирийский город Хама. Боевики сообщают в соцсетях, что на джипах с пулеметами ехали женщины и дети. Между тем в ООН назвали возможную дату прекращения огня по всей Сирии. Времени мало, так как мы вплотную подходим к 21 сентября. Население Сирии ждет. Школу под пулями. Дети на востоке Украины начали учебный год под аккомпанемент артиллерии в полуразрушенных школьных классах. Вот тут вот большая комната, это спортзал был. Вернет ли Россия Курилы? Владимир Путин на встрече с японским премьером во Владивостоке пообещал пойти на компромисс в вопросе о возвращении Курильских островов. Мы не торгуем территорией. Президент Узбекистана Ислам Каримов все же скончался. Его смерть узбекские власти подтвердили на сайте правительства. Правда, через короткое время там же и опровергли. Между тем, о кончине Каримова уже официально сообщили власти Турции и выразили свое соболезнование. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть милость Божия будет на нем. От имени Турецкой Республики мы разделяем боль и скорбь узбекского народа. Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента... Буквально накануне узбекские государственные телеканалы вместо уверений в том, что состояние госпитализированного президента стабильное, резко сменили интонацию и стали говорить, что Каримов находится в критическом состоянии. Одновременно в интернете появились многочисленные фотографии с родины Каримова Самарканда, где тысячи дворников и строителей срочно приводили в порядок центр города и семейный мавзолей Каримовых. По информации из Самарканда, милиция и госслужащие, в отличие от всех мировых СМИ, точно знали о смерти своего президента уже вечером 1 сентября, но им было строжайше запрещено говорить об этом публично. После смерти Каримова, без преувеличения, вопросом номер один для всего мира является, кто станет его преемником на посту президента Узбекистана. Это крупнейшая страна в Центральной Азии с более чем 30-миллионным населением. И от ее стабильности в момент передачи власти сейчас зависит, как считают эксперты, судьба всего региона. Если Узбекистан дестабилизируется, этот процесс неизбежно распространится как минимум на всех его ближайших соседей. Сейчас улицы узбекской столицы почти пусты. Приспущены государственные флаги, однако, как сообщают многочисленные источники, в узбекских коридорах власти идет борьба между разными политическими группировками и кланами за опустевшее президентское кресло. Каримов чувствовал важность какую-то быть вот такой неинтегрированной страной, да, фактически. Для него это было как-то важно, потому что он знает, что такое бегать в Москву из своего прошлого, как первый секретарь. Для него независимость означала реальная независимость от Москвы. То есть для него это был такой болезненный вопрос. То есть чувствовать себя ханом на своей земле. Сейчас, вероятно, эта ситуация может поменяться кардинальным образом. Говорится о 3 кандидатах. Инаятов выходит из КГБ. Насколько они связаны до сих пор, какими узами, никому не известно. Говоря о Шавкате Мирзиеве. Шавкат Мирзиев в родственных связях с Алишером Усмановым, еще один российский олигарх узбекского происхождения. Говоря об Азимове, некоторые утверждают, что Азимов такой прозападный, да, но опять какими-то своими особыми прозападными инициативами он не славится. Есть такое, как сказать, общее мнение, кто бы ни пришел к власти, чтобы попробовал наладить еще лучшие экономические отношения. Но можно ли при этом остаться
независимым политически, это остается очень большим вопросом в нынешней ситуации. Буквально за несколько часов до официальных сообщений о смерти Ислама Каримова была закрыта узбекско-казахстанская граница, через которую идет основной пассажирский и транспортный поток из Узбекистана и обратно. У нас на связи наш корреспондент Дмитрий Беляков, который находится на одном из контрольно-пропускных пунктов. Дмитрий, здравствуйте. Какая ситуация сейчас на границе и как люди реагируют на известие о кончине Каримова? Здравствуйте, Динара. За моей спиной вы можете видеть так называемые южные ворота. Это крупнейший таможенный пост на казахстанско-узбекской границе и прямая дорога на столичный Ташкент. После официального заявления о смерти президента Ислама Каримова граница перекрыта практически полностью. Проход через таможенные посты был ограничен еще 23 августа. На территорию соседнего государства пропускали только его граждан. Официальная причина – это 25-летие празднования независимости Узбекистана, которое прошло 1 сентября. Однако местные жители сразу связывали эти ограничения с состоянием здоровья президента Ислама Каримова. Мы уже столько лет здесь работаем, 20 лет. Мы вообще здесь живем, вообще не закрывали. Просто, знаете, вот 22-го он у нас заболел, упал. Инсульт. С этого уже закрыли, наверное. Я думал, официально к празднику. Нет, вообще не закрыли. Сегодня местные жители отмечают, что граждан, возвращающихся в Узбекистан, непривычно много. Каждый день границу пересекает 5-6 автобусов с возвращающимися гастарбайтерами. Люди боятся дестабилизации в государстве и торопятся как можно скорее оказаться в кругу своей семьи. Не обращали внимания, народу много назад туда зашло? Народу много заходит. Ну вот как про Каримова объявили, больше стало народу? Да, автобусами заходили. Домой возвращали? Да. Узнать что-либо у возвращающихся домой узбекистанцев или иностранцев, приходящих с той стороны границы, практически невозможно. Люди по-прежнему боятся идти на контакт и говорить на камеру. Все нормально. Ну сейчас же праздник. Праздник. Вчера отмечают праздник. Праздновали нормально было? Люди нет, гуляли? Нет, ну как, аккуратно они же. В смысле как? Ну не гуляли же там. За ситуацией в соседнем Узбекистане местные жители внимательно следят на экранах телевизоров. Практически в каждом доме или магазине возле границы есть свой телевизор, транслирующий узбекские телеканалы. Местные жители тщетно пытаются узнать хоть какие-то новости из официальных СМИ. Только сегодня вот такой классику, да? Официально казахстанско-узбекскую границу должны были открыть 4 сентября. Однако после заявления о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова этот срок может продлиться как минимум до 10 числа. Все будет зависеть от предпочтений и пожеланий узбекской стороны. Динара, вам слово. Спасибо, Дмитрий. Тем временем Узбекистан вновь усилил десантную группировку, которая была высажена на спорной с Кыргызстаном горе Урган-Тоо. По неофициальной информации, число окопавшихся рядом с захваченной телевышкой узбекских спецназовцев уже превысило 50 человек. Грузовые вертолеты доставляют на гору подкрепление и вооружение. По ночам узбекские солдаты прощупывают прожекторами территорию Кыргызстана и освещают подступы к своим позициям специальными ракетами. В новой горячей точке побывала наша съемочная группа. Дибек Бегалиева с подробностями. Успокаивать маму Бексултану приходится каждый день, от чего плачут взрослые, и мальчик, кажется, давно догадался. По вечерам дети часто плачут. Я говорю, что отец ушел на работу. Но, кажется, они уже поняли. Спрашивают, его не посадили. Так и не дождавшись папы, Бексултан в этом году первый раз пошел в школу. С тех пор, как его отец ушел на работу и не вернулся, прошло уже почти 2 недели. Случилось это в обычный будний день. Люди, работающие на местной телевышке, только заступили на утреннюю смену, как на гору, на которой расположена станция, с вертолетов высадился узбекский десант. Сотрудников предприятия, включая Нурбека Усупбаева, местные военные вывезли в Узбекистан. По данным кыргызских властей, захваченных кыргызстанцев удерживают в Янгикурганском РОВД Узбекистана. Но так ли это на самом деле, их родственники наверняка не знают. Никто ничего не знает. По телевизору говорят, что они в Янгикаргон. Начальники то же самое говорят. Мы ничего не знаем. Что именно происходит на Урган-Тоо, теперь не знает никто. Зато в частных беседах милицейские начальники откровенничают. Узбекских военных на станции становится все больше. По оперативным данным, их сейчас около 25 человек. И это не просто солдаты, а служащие спецназа, погранслужбы и Минобороны Узбекистана. У нас даже вооруженные солдаты не могут подняться туда. Наша власть бессильна, они боятся. Они даже не могут приблизиться к горе.
А сегодня утром на вышку прилетели сразу 2 узбекских вертолета. Жители ближайшего села смогли их снять на мобильные телефоны. Подняться на гору узбеки могут только так. Пологая с кыргызской стороны, гора Унгарто слишком ответственна со стороны Узбекистана. Наверное, они привозят продукты, узнают какие-то вести. Мы так думаем. А что фактически там происходит, никто не знает. Наши власти не знают, туда никто не ездил. Оттого и гуляют в народе разные слухи. Например, говорят, что после высадки на Унгарто узбекских военных стали хуже показывать телевизоры. Еще сельчане пугают. По ночам кыргызскую сторону прочесывает мощнейший прожектор. Узбекистан выставил своих солдат, милиционеров, установил свет, поставил, выставил прожектор. Раньше огоньки там просто мигали, а теперь там очень яркое освещение. Специально для того, чтобы проверить это, мы дождались наступления темноты и вернулись на Унгарто. Вот посмотрите сейчас на ее вершину, там светятся огоньки. Прожектор пока не зажегся, но даже сейчас, даже в нынешнем его состоянии, жители говорят, что гора освещена намного ярче, чем это было раньше. Просидев под горой еще 1,5 часа, мы, возможно, привлекли внимание узбекских военных. Ближе к полуночи с вершины Унгарто начали пускать осветительные ракеты. С тех пор, как я себя помню, мы каждый год ходили на экскурсию на эту гору. Там на вершине есть большая ровная площадка, на которой мы играли в волейбол, футбол. А теперь там сидят узбеки. А здесь по этому поводу никто из чиновников не беспокоится. Четкой позиции по этому вопросу власти Кыргызстана еще пока не озвучили, но несколько государственных СМИ заявили, что территорию еще бывший президент Курманбек Бакиев 10 лет назад признал узбекской. Но многие местные политики с этой версией запутанной истории не согласны. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. В настоящее время Джалалабадская область, Аксайский район, Кыргызстан. Таджикские активисты социальных сетей собирают деньги на операцию за границей 6-летнему Габриэлю Федосову. На родине ребенка не то что вылечить, но и диагноз правильно поставить не могут. Как и кто собирает деньги в Таджикистане на лечение детей? В репортаже Анушервона Арипова. Вот вроде отсюда гематому убрали, зашили 2 раза. Потом как получилось? Через 2 недельки они швы сняли. Неделька все нормально, гулял, бегал. А у него начало кровочтение, и вот это гематома такая. Вот она, большая. В мае этого года 6-летнего Габриэля госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Мальчик упал вниз головой с высоты 2-го этажа. Его уже дважды прооперировали, но рана все равно не заживает и постоянно кровоточит. Уже 4 месяца. Состояние ребенка ухудшается. Он потерял вес и не ест. Врачи расписываются в своем бессилии. У меня были со мной деньги, $7000 на руках было. Ну, столько расходов туда. Если бы я знала, что, извините, что такие здесь врачи натуральные, да? Диагнозы не могут найти. Я вот уехала домой за свои деньги. Даже я помощи не просила. Мать Габриэля, Кристина Федосова, обращалась за помощью и в государственные учреждения, и к активистам социальных сетей. Откликнулись только последние. Волонтеры развернули в интернете и на улицах города активную кампанию по сбору средств, чтобы оплатить лечение Габриэлю за границей. Мы начали распечатывать листовки, раздавать. Мы раздавали в кафешках, в заведениях ЦУМа, расклеивали, информировали всех людей о том, что есть такой мальчик и нуждается в помощи. Деньги для мальчика пожертвовали сотни таджикистанцев, как и в самой стране, так и проживающих в США. С середины августа по сегодняшний день удалось собрать более 4500 американских долларов. Этой суммы достаточно, чтобы отправить Габриэля с матерью в Индию на обследование и, наконец-то, поставить ему диагноз. По $100 есть люди, которые дают по $300. Разное бывает. По 100 сомонов, по 10, это по-разному. И так потихоньку мы собираем деньги. Сбор вел фонд Руш Таджикистан. На данный момент у нас есть сумма на обследование, но сегодня после обследования ребенка скажут точную сумму, так как индийская клиника по нашим диагнозам и по нашим анализам не может понять, в чем дело. Десятки людей приходили проведать Габриэля, приносили игрушки, одежду, фрукты и сладости. Сегодня его уже везут в аэропорт. Вечером он будет в Индии, где начнется обследование и, возможно, пройдет экстренная операция. Я сопровождаю больного как анестезиолог-реаниматолог, чтобы помочь ребенку при необходимости. Вдруг что-нибудь случится, потому что у больного наблюдается
рвотный синдром, вот это. Пока неизвестно, какой счет выставит за лечение в Индии, поэтому сбор средств продолжается. Все желающие могут помочь Габриэлю, переведя деньги на этот счет. Волонтеры говорят, что оставшиеся после лечения ребенка деньги будут переданы для других детей. В фонде Ружди Таджикистан помощи ждут 6 детей с врожденным пороком сердца. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Российская авиация почти остановила наступление радикальных повстанцев на сирийский город Хамы. Боевики сообщают в соцсетях, что на джипах с пулеметами ехали женщины и дети. Между тем в ООН назвали возможную дату прекращения огня по всей Сирии. Времени мало, так как мы вплотную подходим к 21 сентября. Население Сирии ждет. Школу под пулями. Дети на востоке Украины начали учебный год под аккомпанемент артиллерии в полуразрушенных школьных классах. Вот тут вот большая комната, это спортзал был. Вернет ли Россия Курилы? Владимир Путин на встрече с японским премьером во Владивостоке пообещал пойти на компромисс в вопросе о возвращении Курильских островов. Мы не торгуем территорией. Российская авиация практически остановила наступление радикальных исламских повстанцев на один из важнейших городов Сирии – Хаму. Накануне повстанцы были всего в нескольких километрах от военного аэродрома Хамы, где базируется значительная часть самолетов Асада, бомбящих Алеппо. Сирийская армия в панике отступала. Самолеты российских ВВС исправили ситуацию. Вы слышите меня? Нам нужна пожарная машина, немедленно. Вы слышите меня? Это кадры агентства «Рейтер», на которых уничтожена колонна боевиков. Сообщается, что удары с воздуха были чудовищной силы. Социальные сети повстанцев утверждают, что на внедорожниках с пулеметами ехали женщины и дети. Однако на видео заметно, что среди погибших в основном взрослые мужчины в камуфляже. А вот, собственно, видео наступающих колонн до того, как по ним нанесли удары российские бомбардировщики. Бомбежки наступающих боевиков производятся практически каждый час и на обширных территориях. И, как вы видите, на дорогах, подвергаемых ударам, действительно есть и беженцы, идущие в основном пешком. Тем временем специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что высшие чиновники вооруженных сил и разведки США и России очень близки к договоренностям о полном прекращении огня в Сирии. По мнению Мистуры, если США и Россия действительно договорятся об этом в течение нынешних выходных, то огонь по всей территории Сирийской республики можно было бы прекратить уже 21 сентября. Переговоры перед высшим военным командованием России и США и их разведками продолжаются и продлятся все выходные. Я очень надеюсь, что результат будет достигнут. Времени мало, так как мы вплотную подходим к 21 сентября. Население Сирии ждет. И сегодня же при посредничестве ООН была произведена эвакуация всех жителей одного из мятежных пригородов Дамаска – Мудамия. В городе пока остаются отряды повстанцев, но, как и в случае с городом Дарая, они должны уйти, уступив место правительственным войскам. Напомним, что Мудамия и Дарая оказывали ожесточенное сопротивление сирийскому режиму на протяжении 5 лет, и практически столько же они находились в полной блокаде. Судьба Курильских островов может решиться уже в ближайшее время. Российский президент Владимир Путин на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абе заявил, что Россия готова к компромиссам в обсуждении принадлежности Курил. Напомним, что Курильские острова остаются предметом территориального спора с момента окончания Второй мировой войны. Япония считает, что Северные Курилы отошли к России незаконно. Власти России не раз заявляли, что никакой передачи островов быть не может. В последнее время Япония неоднократно намекала России, что в случае начала обсуждения реального решения курильской проблемы страна готова выйти из режима западных санкций против России. А вот что, собственно, сказал Путин. Мы не торгуем территориями. Хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей.
1 сентября дети на востоке Украины пошли в школу буквально под пулями. Местная школа в станице Луганская сегодня представляет собой скорее руины, нежели место, в котором получают знания. Однако и дети, и родители заявляют, что готовы учиться в любых условиях. Репортаж нашего украинского корреспондента Ольги Калиниченко. Вот тут вот большая комната, это спортзал был. Напротив был наш класс, раздевалка. В той стороне была столовая и классы. Туалет там же тоже, учительская. Это все, что осталось от школы номер 2, одной из 3 в станице Луганской. Она стоит на линии разграничения. На ее заднем дворе роща, за ней в нескольких километрах оккупированный Луганск. В 2014 году школу разбило градами, внутри почти ничего не уцелело. Из-за этого начало учебного года пришлось перенести на месяц. За это время нашли помещение, куда школа может временно переехать. Сейчас мы располагаемся в помещении детского садика, там у нас находятся 1 и 6 классы, и в помещении редакции газеты «Время». Не в своем помещении и детям, и учителям, конечно же, тесно. В специально оборудованных классах учиться проще и легче, говорят. Да и перебегать на переменках в соседнее здание неудобно, особенно зимой. Нам создают там условия, учителя стараются, чтобы мы себя чувствовали комфортно, чтобы у нас были парты, стулья, доски, все, что возможно. Но это уже не вот эти большие двери, в которые ты входишь, ощущаешь, что ты уже вот где-то в каком-то мире знаний. Это уже не класс, в который ты стучишься, если опаздываешь. Тут школа — это что-то, какая-то отдельная часть жизни. Но местная власть восстанавливать школу не спешит. Говорят, так как она стоит на окраине, нет уверенности в том, что ее вновь не разобьет снарядами. В настоящий момент полностью готов проект на строительство новой современной школы. Но вы поймите правильно, на сегодня принимать решение о строительстве школы, которая находится на первой линии, наверное, это преступно. То есть выкладывать, образно говоря, до 100 миллионов гривен в ту школу, которая будет постоянно находиться в зоне обстрелов, наверное, это не совсем правильно. Но, несмотря на опасность, родители учеников все равно хотят, чтобы школу восстановили. Говорят, в другие водить далеко, да и не безопаснее там. Дело в том, что во второй школе тоже там, если вы видели, находится блокпост рядом. Туда идти 5 километров. Вот у меня ребенок во 2 классе, я ее одну не отпущу. Вот, допустим, я на работу. Да, отвезти отведу. Ну, а если вдруг начнется стрельбище, что делать? Бежать в школу 5 километров? За сколько времени я туда добегу? Также, что у меня вот ребенок ходит в 6 класс. Я должна их отвезти, должна их забрать. Это, извините, получается, я с утра иду, пока дошла домой, мне опять нужно идти. Всего в буферной зоне 37 школ. 13 из них закрыты полностью. И почти в каждой из них такая же ситуация, как и в станице Луганской. Другие школы есть, но туда тяжело добираться. Но в Министерстве образования не считают это проблемой. Говорят, главное, что вообще есть где учиться. В тих школах, які зараз пошкоджені чи зруйновані, там взагалі... В тех школах, которые сейчас разрушены в целом, наши администрации Донецкие и Луганские предложили детям, точнее их родителям, перевести детей в интернаты на полное государственное обеспечение. Но, увы, родители не соглашаются. Остальные вопросы, связанные с ремонтом школ и обустройством детей по учебным заведениям, Министерство образования возложило на местные администрации, заявив, что их главная функция – предоставить право на учебу, а остальное – задача местной власти. Ольга Калиниченко, Ирина Кононенко, Илья Никонов. Настоящее время. Луганская область. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Всего доброго.